Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, с кем и когда закончится ваше одиночество. Если вам тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения, спросите, задайте вопрос к высшим силам, с кем и когда закончится мое одиночество. Я думаю, все уже настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, кто-то горешко хлебнул, да? По самое не хочу хлебнули. Какая-то жизнь тяжелая такая, неприятностей много. Ну что, мои хорошие, одиночество ваше закончится по-любому. Вот сразу, да, такой спойлер вам. Обратите внимание на венец. Вы видите, да, у меня здесь выходит пара с чашей любви. И мосты, да, люди друг другу мосты ведут. Мало того, еще здесь от высших сил вам подсказочка, что вам человек именно судьбоносный идет. И судьбоносный, и по судьбе, и для счастья, и по велению высших сил. Это будет, вот сразу вам говорю. Теперь давайте пойдем сначала, да, про тех, кто плохо жил и пережил много неприятностей, но я не хочу тормошить вашу боль, я не хочу лишний раз вам напоминать. Здесь просто адские муки. Вот, ну, коротко и ясно, да. Вы сами все знаете, что с вами было. Не хочу это ковырять. Это прям, знаете, больно. Больно, вот даже я, вам чужой человек, посторонний, и я вот прям от левой стороны, ну, такой негатив чувствую. И прям сердце вот сжимается и пульсирует. Поэтому, мои хорошие, простите, извините, я не хочу тормошить. И это прошлое, которое уходит. Единственное, что хочу сказать по прошлому. Здесь у кого-то треугольник. И, может быть, вы решили закончить этот треугольник. Ну, как устала, не хочу. Готовьтесь к тому, что этот мужчина как спрут. Такой, знаете, вот осьминог. Будет постоянно пытаться вас дергать, трогать, как собака на сене, понимаете, ни себе, ни людям. Туда-сюда, 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 такими мелкими наскоками. Я вижу, что вы уже все про него поняли, я вижу, что вы на правильном пути, но он вас какое-то время еще в покое не оставит. Он и решения не примет. И вас все время будоражить будет, понимаете? Здесь либо как-то радикально надо, вплоть до того, что, я не знаю, переехать, сменить локацию, чтобы он даже не знал, где вы находитесь. Вот. А у кого-то бывший, знаете, все еще думает, как это? Мы расстались. Я-то все думал, что она мне покорится, да, будет выполнять мою волю. А она вот так вот вероломно от меня отказалась. Будет еще делать попытки, всякие камбэки пытаться совершить и прочее. Ну, я думаю, что вы все знаете, как его послать и чем его тяжеленьким таким стукнуть, да, чтобы желание у него отпало. Но это еще будет, потому что вышел с такими длинными руками, и постоянно эти руки он будет тянуть к вам, мои хорошие. Что треугольничный мужчина, что бывший. Так, давайте теперь к настоящему придем. Здесь у кого-то из вас вот сейчас есть романтическое настроение. То есть есть рядом с вами мужчина, либо на примете есть мужчина, который нравится. Вроде как взаимная симпатия. Вот, девочки, для кого-то этот мужчина идет как судьба, с кем вы закончите одиночество. Но, честно скажу, да, все очень как-то непросто. Здесь вас что-то разделяет, либо кто-то вас разделяет. Может быть время, может быть расстояние, может быть какие-то правила, ограничения. Да? Вы не можете сейчас, здесь и сейчас с этим человеком соединиться в семью, в пару, да, и жить душа в душу. Не получается. Он-то, бедненький, к вам тянется. Но есть такие перепоны, которые не позволяют. Ну, понятно, да, что если человек живет где-то в другой стране,
очень сложно, да, либо вы с этим человеком общались, а его раз куда-то вызвали, позвали, он уехал, там, чем-то занимается, да, невозможно соединиться. Но я так скажу, это очень перспективные отношения. Эти отношения, они, ну, как пройдут испытания временем. Здесь как-то постепенно у вас будет развиваться, и вы очень долго будете идти друг к другу, ну, так, чтобы сойтись прям в пару. Это хорошо. На самом деле это хорошо. Конечно, мы люди, мы хотим все и сразу, прямо здесь и сейчас. Но в вашем случае, чтобы укрепилась ваша любовь, чтобы вы действительно, может быть, какие-то привычки свои поменяли, какие-то свои взгляды поменяли, вам нужно время. Ну, и вам, и этому мужчине. И здесь все будет, мои хорошие. Здесь будет, и тут браком закончится. Сразу вам говорю. Брак. У кого-то гражданский, у кого-то официальный. Но с этим мужчиной все будет неплохо у вас. Это для тех, кто сейчас в симпатии. Для тех, кто без симпатии, без даже интереса к мужчинам, к противоположному полу, я скажу вам такую вещь. Вот у вас буквально вот в течение нескольких дней очень много будет таких ситуаций. Вот просто обращайте внимание. Вы будете попадать в места, где очень много пар, влюбленных пар, семейных пар, и причем они все такие лучезарные. Там улыбаются, зажимаются, целуются, там друг другу комплиментики. И вы просто будете это видеть. Сначала вас это будет раздражать. Дико будет раздражать. Вы будете говорить: фу, какая гадость. Ну, утрирую, да. А потом, вы поймете, вот прям придет такая мысль, что да, это прекрасно, и я тоже хочу. Я не буду ковырять ваши причины. Причины могут быть разными. Начиная от того, что вы там феминистка, заканчивая тем, что вы разочаровались целиком и полностью вообще во всех мужиках. Там у каждого своя проблема, у каждой свой тараканчик, да, который сидит там за веревочки дергает. Мы это не берем в расчет. Я вижу, что у вас появится желание. И вот это ваше желание притянет к вам достойного человека, достойнейшего. Даже если вы пренебрегаете мужчинами в целом, как видом, да, вид под вид, вот появится желание. И придет тот, в ком вы будете видеть себя, свой характер, свое настроение, свое отношение к жизни, свой интеллект, свое хорошее воспитание. Вот такой идет человек, как зеркало. Идет ваше зеркало, а вы другого не потерпите. Вот с собой вы умеете уживаться, с собой вы умеете договариваться. И вот такого человечка вам высшие силы и дадут. Сразу хочу сказать, человек будет моложе, чем вы. У кого-то разница будет в 5 лет, а у кого-то и побольше, девочки. Только не пугайтесь, сразу говорю, не пугайтесь. В вашем случае, чем моложе, тем лучше. Молодому человеку легче адаптироваться под вас. Вы меня, конечно, простите, извините, но характер у вас непростой. Нет, абсолютно непростой. И вот молодой организм, как я уже сказала, да, проще и быстрее адаптируется под вас. Вот. Вы этого мужчину, конечно же, ну, просто покорите, я не знаю, там, с первых секунд. Вы только рот откроете, а он уже такой зачарованный, в позиции зайки стоит перед вами. Вот так оно и будет. Откроет он рот, и вы обалдеете, что бывают такие мужчины хорошо воспитанные, приятные, обходительные, да и вообще обладающие интеллектом. Девочки, особенно вот для тех, кто, ну, женщина самостоятельная, взрослая самостоятельная женщина, опытная, жизнь прожила, добилась сама, детей на ноги поставила. Вот для вас идет такой молоденький мужчинка, молоденький организм, вот, и прям будет вам полностью соответствовать. И я думаю, что вы не будете сопротивляться. И единственное, что вас может очень сильно смущать, так это возраст этого человека. Возраст. Неважно, какая там национальность, как он там выглядит, там рост, вес, это вообще не важно. Важно то, что возраст. Потому что у вас есть какой-то пунктик именно по этому делу, по возрасту. И еще раз повторюсь, в вашем случае это замечательно. Поэтому не списывайте сразу со счетов этого человека, да, и, наверное, у вас не получится. Вам этот человек будет интересен. Очень много вы с ним будете общаться, там, встречаться, он будет тут, понимаете, вас покорять, причем такую милоту вам будет показывать. Вот как никогда, вот душой прям расслабитесь с этим человеком.
Но здесь вот больше похоже на какой-то гражданский брак, если честно, да, совместное проживание. Причем, ну, вы будете выбирать, где жить, как жить, на каких условиях жить, а он будет просто выполнять. Как, и знаете, он идет не только как мужчина, но и как друг-помощник. Может быть, у вас свое дело в руках, может быть, вам действительно нужен помощник, да, который будет помогать вам и по дому, и с делами. Вот, пожалуйста, этот человек, будете ему доверять, он вас не подведет. Здесь вот именно речь не только о любви, но и о дружбе, о преданности, о вот таком, знаете, вот прям союзе. Вы как-то очень идеально друг к другу подойдете. Так, мои хорошие, для девочек, которые, ну, в отношениях были давно, либо в принципе, может быть, даже нормальных, серьезных отношений не было, у вас мужчина, знаете, какой интересный, он при какой-то важной и ответственной должности. Но очень хочется сказать военный, но может быть и полицейский, также может быть спасатель, пожарный, какая-то вот служба, да, которая помощь оказывает. Но там что-то вот идет с дисциплиной, дисциплина какая-то есть. Вот такой человек вам идет. Хорошо воспитан, достаточно интеллигентный, интеллектуал, любит учиться, любит развиваться, интересуется многими сферами жизни. И вот отличительная черта: человек, скорее всего, либо на чем-то умеет играть, ну, любит, да, любит это делать, и, кстати, может петь. Вот, там, может быть, в компании всегда там гитара у него, либо, может быть, у него аккордеон, да, почему нет, может быть, на пианино он умеет играть, скрипочка, опять же таки. Вот музыка идет с этим человеком, и музыка идет от него, понимаете, он эту музыку делает. Вот так вот вы его узнаете. Кстати, может так отыграться, что вы очень любите музыкальных людей, и вот он вас покорит именно тем, что он умеет играть на музыкальном инструменте. Либо наоборот может отыграться, что вы не любите, а вот именно от этого человека это будет божественно. То есть вы прям как вот раскроете для себя, да, что это прекрасно, музыка это прекрасно, там, самодеятельность это прекрасно. Вот такой человечек идет. Вы знаете, я так вам скажу. Вот этот человек, он не потерпит сожительства никогда, будет настаивать на законном браке, на оформлении всех документов. Кстати, у кого-то еще отыграется, что мужчина достаточно религиозный. Мужчина не фанатик, но тем не менее, вот религия, соблюдение канонов, это для него важно, да, он на это опирается. Серьезный человек, без всякого тяжелого прошлого, даже если были отношения, но там, знаете как, он уважает женщин, даже не самых хороших, никогда ничего плохого не скажет. Что его отличает от других мужчин? Так это его хозяйственность, домовитость, хозяйственность. Этот человек и руками все может делать, сам прекрасно может делать. И следит за тем, чтобы в доме всегда все было, чтобы у всех домашних все было, да, все, что нужно. И не ленивый, вот не ленивый. У кого-то девочки отыграются, что может просто некогда там заниматься домашними делами, но он прям, чтобы все было комфортно, чтобы все было хорошо. Некогда ему там плинтус прибить, но он найдет того, кто сможет это сделать. У такого человека всегда будет порядок. Он прям хозяин идет, настоящий хозяин. Вот это нравится. По поводу характера могу сказать, что он достаточно суровый по характеру. Он за честность, он за справедливость, и он за какие-то традиционные семейные ценности. Ну, в плане того, что да, я мужик, я зарабатываю, я мужик, я защищаю свою семью, а ты, женщина, заботишься обо мне, о детях, там, о стариках, о там, родственниках, там, о кошках, собаках. Да, мое слово мужское, оно главное, ну как... Я же глава семьи. Вот. И ты, конечно, можешь высказываться, если в твоих словах есть там логика и здравый смысл, я, конечно же, рассмотрю, посидим, поговорим, договоримся. Вот такой вот он человек. Требовать что-то от этого человека, ну, я так вам скажу. Если он посчитает, что это нужно, важно, он и без всяких требований все сделает. Если он с чем-то не согласен, он просто может сказать: нет, я не согласен, мы посмотрим другие варианты. Либо давай как-то по-другому. И, кстати, предложит сразу свой вариант. Он способен на диалог. Но вот важно, чтобы последнее слово было за ним.
Если вы будете пренебрегать его мнением, то, девочки, могут быть и конфликты. Причем конфликтовать он будет очень тихо. То есть он не будет там кричать, бить посуду, швырять что-нибудь. Он просто встанет, уйдет, пропадет где-нибудь часа на 2, а может быть на сутки. То есть он в одиночестве справляется с конфликтами. Это, кстати, тоже плюс. Вот этот мужчина не бойкий. По поводу алкоголя. Но я так скажу, у кого-то мужчина курить будет. Вот здесь точно показали, что, возможно, человек курит. А по поводу алкоголя, не фанат алкоголя совершенно нет, но может, особенно если где-нибудь перенервничают. Для него это больше похоже на лекарство, да? То есть полечиться, успокоить нервную систему. Не злоупотребляет, нет. Хотя, знаете, девочки, если там с мужиками где-то какое-нибудь гуляние пойдет, может, но у него очень тяжелые похмелья, скорее всего, либо даже какие-то аллергические реакции на алкоголь. Он это знает, он пьет, может быть, какое-нибудь слабоалкогольное, либо если пьет там совсем чуть-чуть, там 50 грамм и все, вот это его прям максимум, да, что он может выпить. Он знает свои особенности. По здоровью он здоровый человек, здоровый, сильный человек в самом расцвете сил. По возрасту несколько лет старше, чем вы. 3, 5, где-то так, не больше 5. Может 6 у кого-то отыграется. Приблизительно вы похожи по возрасту. Вот. Мужчина что надо. Если у вас есть детки от предыдущих отношений, то здесь, знаете, будет пытаться наладить контакт, но не как типа я ваш новый папка, давайте все меня слушайте. Нет, больше как друг, да, вот я могу тебе посоветовать, мы можем о чем-то поговорить, там, нужно подсказать, я подскажу, хочешь, я там научу тебя чему-нибудь. То есть вот такого плана. Навязываться к детям не будет никогда, что типа, все, давайте, называйте все меня папкой. Нет, такого не будет. Вот. По поводу вашей семьи, как он будет относиться к вашей семье, нормально будет относиться, нормально, и причем уважительно, особенно вот к родителям, к вашим. Если в семье есть у вас такие веселые люди, да, такое иногда бывает, постарается либо не обращать внимания, либо предложит этому человеку помощь. Хочешь, я тебя научу, хочешь, я тебя подскажу. Где-то такого плана. Так, будет ли он вас ограничивать? Вот в данном случае хочется сказать да. Ограничений тотальных не будет, но, еще раз говорю, он приверженец семейных ценностей. То есть ночные там прогулки с подружками, там дискотеки, клубы без него не пройдут 100%. Любите вы танцевать, да, вы привыкли с подружками где-нибудь там раз в неделю сходить потусить. Он скажет: нет, дорогая, теперь мы семья, будь добра, все вечера проводи дома со мной, с детьми, в кругу семьи. Если хочешь куда-то пойти, мы идем вместе и точка. Вот так девочки будут говорить. В принципе, это нормально, да, это нормально. Это не поглощение, и это не, скажем так, покушение на вашу свободу. Вот как он будет от вас просить, так он сам будет поступать. Понимаете? Вот это очень важно. И поэтому не надо пытаться оспорить его мнение, либо кричать: что я люблю танцевать, а ты меня не пускаешь. Вот так не надо, девчонки. Мужчина хороший, мужчина практичный, мужчина вот прям спокойствие от него веет, защита от него веет. Хороший человек. Вот у меня здесь нет одиночек. Разве что вы сами захотите, скажете: да зачем мне эти мужики, я не хочу. Не хочу и все. И то, даже в этом случае, вот мы смотрим на ближайшее время, все равно будут мужики появляться. Вы, вот кто зашел на эту цыпочку, вы очень интересные девушки, вы привлекаете противоположный пол и всегда привлекали. Сколько бы вам лет не было, все равно на вас мужчины смотрят. Но если вы хотите действительно что-то в жизни менять, пересмотрите свое отношение прежде всего к мужчинам, второе, к себе самой и, конечно же, к браку. Брак это все-таки не кабала, это не добровольное заключение, нет. Брак это союз равноправных людей. Понимаете?
Если пару раз не повезло, это не значит, что все плохие. Если вы думаете, что у вас какой-то тяжелый рок, да, такая судьба тяжелая, что вам порядочные мужчины не встречаются, вы ошибаетесь. Вы просто ошибаетесь. Почему мужчины такие встречались? Ну, потому что девочки, вы таких привлекали. Ущербных, недоделанных, вы их привлекали. Вот. И такие обычно люди, они как приспособленцы, да, они стараются к хорошей женщине пристать, чтобы жизнь у них была типа спокойная, сытная, ну, со всеми вытекающими. Вот и все. А те, которые более-менее адекватные, ну, поверьте, их тоже очень много. Просто они не такие наглые и не такие навязчивые. Вот. Верьте в себя, девочки, верьте в себя. Не надо брать то, что есть. Подбирайте то, что вам подойдет. Вы же не приходите в магазин и говорите, да, а что на меня подойдет? Вам продавец там дает кофточку, она ужасной расцветки. Вы говорите, ну ладно, если уж подошло, значит возьму. Нет. Попробуйте разные варианты, попробуйте разные фасоны. Вот знаете, главная проблема и причина, вот что я вижу вашего одиночества, это ваша закрытость. Вы считаете, может быть, либо действительно в это верите, что там ходить, общаться, знакомиться — это пустая трата времени, либо это какое-то прям, какое-то вульгарное поведение. Общаться с мужчинами, там, дружить. У вас как опыта в этом нет. Вы если с мужчиной знакомитесь, сразу его оцениваете на союз, да, будет брак, не будет. А если вы просто будете общаться, вот как с подругой общаться, там, повеселиться, поулыбаться, там, просто посидеть, там, не знаю, кофе попить, у вас будет опыта больше, вы будете лучше раскрываться, вы не будете напрягаться, вы не будете там себя как-то чувствовать некомфортно, либо смущаться. Я бы, конечно, вам предложила такую практику, да, знакомства в интернете. Вы человека не видите, не знаете. Просто вот попробуйте свободно общаться с человеком. Свободно. И знаете, вот раскрыться надо. Вам просто надо раскрыться. Попробуйте. Вот заведите себе где-то знакомых 5. Неважно, кто они, неважно, откуда они. 5 мужчин. И попробуйте с ними пообщаться на разные темы. Неважно, кто эти мужчины и о чем они там общаются, как они себя ведут. Просто общайтесь. У вас вот эта энергетика ваша, она тоже будет раскрываться. И вам будет намного проще вот в живой жизни общаться с мужчинами. Попробуйте. Ничего от вас не требуется. Вот просто регистрируйтесь на всяких разных сайтах. И общайтесь. Общайтесь, шутите, хохмите, стебите. Кто чего хочет. Да? Вот. И раскрывайтесь, девочки. Вам нужно убрать вот этот зажим. Зажим на общение. Вы слишком сильно конфузитесь перед мужчинами. Вот это нужно убирать. Легкость должна быть. Легкость. Как легкость пойдет, так, смотрите, как все наладится. Все будет замечательно. Вам одиночество не грозит. Оно совсем скоро закончится. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.